каком диалоге может идти речь с этой страной? Они не хотят никакого диалога. Они оскорбили всю ассамблею, уйдя молча из зала. Какой диалог может быть? Я когда-то считал, что принципы, которые были разработаны в Советском Союзе, в частности, провозглашены на 20-м съезде КПСС, о мирном сосуществовании, они были в основе всех отношений, международных отношений после Второй мировой войны. И мне казалось, что Россия тогда сыграла важнейшую роль у разработки этих принципов. И я думаю, что Россия всегда будет придерживаться их в международных отношениях, в международном праве. Но сегодня оказывается, что Россия категорически не согласна с тем мировым порядком, который организован после Второй мировой войны, и с теми принципами отношений между народами и государствами. Она сломала все. Обладая ядерным оружием, она запугивает весь мир, в том числе и Европу. Именно поэтому мы боимся сказать откровенно, что она не уважает ни одну страну, ни один народ и не хочет этого делать. С презрением относится ко всем странам и народам. Вы посмотрите только в новейшее время. Отняла у Грузии Абхазию и Южную Осетию. Приднестровье отторгла от Молдавии. Поддерживала агрессию в Нагорном Карабахе, в частности, против Азербайджана. В последнее время Крым отторгла от Украины. Она не хочет никаких разговоров. И, по сути дела, отторжение Крыма является реакцией на те события, которые произошли в Украине. В Украине был свергнут диктаторский клептократический режим Януковича, и она хочет защитить его. Я скажу, русская душа загадочна, но русский советский писатель Виктор Астафьев раскрыл эту душу. Он сказал: русский человек очень добрый человек. Он тебя чаем напоит, он тебя обогреет, но он же тебя и прирежет. Опасайтесь этого.